Интернет в села, борьба с фейками и перевод социально значимых услуг в электронный формат. Эти и другие темы обсудили с первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Виталием Осиповым в рамках часа с министром. Сколько населенных пунктов сегодня имеют высокоскоростной интернет, а у кого подключение только предстоит, узнала Ксения Наговонская. В прошлом году в Илье-Шоре появился высокоскоростной интернет. Сеть была и раньше, вот только ее качество оставляло желать лучшего. А теперь звонить и общаться в соцсетях жители поселка могут даже за его пределами. Базовая станция была построена в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Голосовали действительно всем миром, потому что весь поселок голосовал. Но трудность была сначала в том, что за этот интернет надо же было голосовать через интернет, которого у нас нету. Такой абсурд получается. И мы с Министерством цифрового развития разработали такую форму на бумажном носителе. Ну, как заявление или сбор подписей, вот что-то такое среднее. Программа устранения цифрового неравенства реализуется уже 3-й год. Только за 2022 Министерству цифрового развития удалось обеспечить интернетом 14 сел и деревень. Их выбор осуществлялся народным голосованием. 3068 человек из 13 населенных пунктов получат доступ к сети в этом году. В 2022 году мы обеспечили связью 14 удаленных населенных пунктов численностью населения, здесь очень важно, от 100 до 500 человек. Выбор населенных пунктов у нас осуществлялся голосованием, народным голосованием. Это не наше решение. Жители сами выбирали, в каких населенных пунктах появится связь. К слову, подключение к интернету сейчас особенно важно. Все социально значимые услуги переводят в электронный формат. Теперь для того, чтобы записаться в поликлинику, налоговую или другое ведомство, не нужно стоять в очередях и заполнять лишние бумаги. Достаточно быть зарегистрированным на госуслугах. В Минцифры отмечают, за 2022 год республика заняла 7-е место в рейтинге по доле жителей, подключенных к интернет-порталу по России, и 1-е место по Северо-Западному федеральному округу. Не требуется вообще посещение государственного органа, все переходит в электронный вид. Так же, как и постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, то есть это запись в детский сад, так же, как и, в общем-то, запись в школу. Не требуется сейчас уже ходить лично, достаточно отправить соответствующее заявление через портал государственных услуг. Подняли во время часа с министром и вопрос информационной безопасности. Интернет и соцсети заполонили фейки. Виталий Осипов отмечает, после начала специальной военной операции в интернете началась настоящая информационная война. Количество ложных публикаций выросло кратно. Только за прошлый год в Коми было пресечено порядка 2000 компьютерных атак. Но ситуация улучшилась. В данный момент республика находится в зеленой зоне, что говорит об успешном выстраивании информационной безопасности. На сегодняшний день, если мы говорим о фейках во всех социальных сетях, это и ВКонтакте, и в Телеграме, то есть там, где публикуются новости, существуют так называемые официальные каналы опровержения фейков, где каждый, как вы говорите, фейк, который выявляется, эта работа ведется постоянно, планомерно. Эти фейки выявляются, разбираются прямо по кусочкам, по словам, до запятых, и публикуется опровержение. Здесь просто надо подписаться на эти каналы и отслеживать. По итогам заседания было ясно, вопросов касаемо цифрового развития у населения достаточно много. Первый заместитель Минцифры пообещал организовать еще несколько встреч, чтобы более детально ознакомиться с каждой проблемой. Ксения Наговонская, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган, Сыктывкар.